Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры – добровольная самоуправляемая общественная организация. Вот уже на протяжении более чем 50 лет осуществляет деятельность по охране, сохранению, популяризации и использованию историко-культурного наследия России. За все эти годы усилиями общества были сохранены тысячи материальных и духовных шедевров, принадлежащих стране и гражданам, среди которых и отдельные архитектурные шедевры, и усадебные комплексы, и духовные святыни, являющиеся бесценным достоянием народов Российской Федерации и одной из основ российской культуры и традиции. В последние годы наблюдается заметное оживление работы Центрального совета общества и его отделений. Начался процесс возрождения закрывшихся в связи с финансовыми трудностями отделениями. Вновь создаются городские, районные, областные, краевые и республиканские отделения. Одним из признаков активизации отделений и стал форум общественности Сибири и Дальнего Востока «Лидеры ВААПИК. Восточный вектор». Инициированный Центральным советом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и поддержанный Министерством культуры Российской Федерации, правительством Республики Саха-Якутия и Якутским республиканским отделением ВААПИК, форум «Лидеры ВААПИК. Восточный вектор» в эти дни собрал в городе Якутске представителей из 18 регионов филиалов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и общественников, занимающихся сохранением исторического и культурного наследия народов России. Мы уверены, что проведенный в Якутии форум даст импульс для дальнейшего развития общественного движения ради сохранения памятников истории и культуры Сибири и Дальнего Востока. Друзья, давайте все горячо аплодисментами поприветствуем друг друга. Для открытия форума к микрофону приглашаем заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Георгия Михайловича Степанова. Уважаемые участники форума, дорогие наши гости, эксперты, разрешите от имени руководства республики поприветствовать в столице крупнейшего региона и вообще крупнейшей административной единицы в мире Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Сегодня мы очень рады, что такие именитые, маститые эксперты, профессионалы своего дела собрались сегодня в городе Якутске со всей Сибири, Дальнего Востока, с Москвы. Выражаю искреннюю благодарность Центральному совету ВААПИК Артему Геннадьевичу, Министерству культуры Российской Федерации, которые горячо поддержали стремление якутского отделения ВААПИК, республики, организовать и провести здесь такой замечательный форум. Мы, особенно в последнее время, с учетом всей той политической, общественной ситуации, которая складывается вокруг нашей страны, все чаще стали говорить об исторической памяти, о преемственности поколений, о необходимости сохранять свою национальную идентичность для того, чтобы наше государство уверенно себя чувствовало в новом 21 веке, чтобы оно с высоко поднятой головой встречало те риски и вызовы и отвечало им для того, чтобы быть настоящим суверенным государством. И здесь, конечно, вот в этой огромной государственной, политической, я бы даже сказал, повестке очень большое влияние имеет та работа, которую вы все проводите. Память, она хороша тогда, когда она осязаема. Память, она замечательна тогда, когда мы ее имеем возможность увидеть своими глазами. Возможно, если это разрешается, прикоснуться руками, пройти вокруг нее. Вот эта память, она самая лучшая. Поэтому то, что делают сейчас ВААПИК, это, я считаю, огромный вклад в сохранение нашего исторического наследия, в сохранение нашей исторической памяти. И с этой точки зрения, вот ту работу, которую вы проводите, очень сложно переоценить. И я думаю, что та дискуссия,
тот обмен мнениями, который ждет сегодня, завтра, послезавтра здесь, в городе Якутске, он даст импульс и даст новый толчок для того, чтобы мы с новыми идеями, с новыми взглядами подошли к той работе, которую мы проводим уже много лет. Вы знаете, что республика – это большой неизведанный край. Мы еще не достигли таких высот, допустим, как тот же русский север, да, с ее огромным наследием деревянного зодчества. Но поверьте, в Якутии тоже есть что посмотреть, что восстановить, что может являться именно памятником архитектуры и вот именно тем осязаемым, видимым наследием наших предков. Сегодня в республике 1900 памятников. Они все нуждаются в заботе, они все нуждаются в исследовании, они все нуждаются в нашей с вами помощи. И здесь, конечно, республика, не только ее государственные органы, не только правительство республики, но, что самое меня радует, именно общественность республики принимает самое активное участие в сохранении наших исторических объектов. С 2019 года по инициативе главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева и его супруги Людмилы Валерьевны мы начали огромный общественный проект «Сохраним памятники». Чета Николаевых первыми в Татинском улусе отреставрировала архитектурный памятник XIX века. И нашлись последователи, которые пошли дальше, пошли за ними, и их количество увеличивается. Проект был изначально рассчитан где-то года на 3, да, Николай Афанасьевич? Но сегодня мы видим, что есть те люди, которые желают внести свою лепту по разным причинам, по разным мотивам. Но самое главное же в данном случае результат. Поэтому я думаю, что и сила народа, сила общества, при поддержке, безусловно, государства, при поддержке ВАПИК, при поддержке российского экспертного общества, оно сделает все для того, чтобы сохранить памятники, архитектуры у нас в республике. Республика огромная, 3 миллиона квадратных километров, работы непочатый край. Поэтому я хочу пожелать, чтобы все те решения, которые вы выработаете в течение предстоящих 3 дней, те объекты, которые вы увидите своими глазами, они вам помогут принять единственное правильное решение, направленное на развитие, направленное на будущее нашей страны, направленное на будущее нашей республики. Огромное вам всем спасибо. А благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева вручается председателю Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, члену Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Демидову Артему Геннадьевичу. Уважаемый Артем Геннадьевич, от имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично выражаю вам благодарность за поддержку и оказание помощи в реализации проектов в сфере охраны объектов культурного наследия. Благодаря вашей поддержке Минкультуры Российской Федерации выделены средства на реставрацию культуры федерального значения дома, в котором жил в ссылке Григорий Орджоникидзе в городе Покровске Хангалатского улуса. Желаю вам вдохновения, успехов, новых начинаний, высоких достижений в вашей дальнейшей деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Дорогие участники форума, внимание, на экране приветствие депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александра Евсеевича Хинштейна. За последние годы Якутия сделала значительный шаг в развитии системы охраны объектов культурного наследия. Прекрасным примером поддержки региональными властями проектов по сохранению объектов культурного наследия является ваш якутский проект «Сохраним памятники». Личное участие руководителей региона, министерств и ведомств, представителей местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций, неравнодушных жителей Якутии в сохранении исторической памяти на малой родине – наглядный пример гражданского
гражданской активности, искреннего переживания за сохранение наследия предков, способствующей популяризации знаний об истории малой Родины, привлечению подрастающего поколения к работе по сохранению памятников истории совместно со старшим поколением и преемственности и патриотическому воспитанию молодежи. Желаю всем участникам форума интересной насыщенной работы, продуктивного обмена опытом работы государственных и общественных организаций по сохранению объектов культурного наследия, вовлеченного добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, новых подходов и новаторских мер по сохранению уникальных памятников деревянного зодчества, расположенных на территории Сибири и Дальнего Востока. Для приветствия приглашаем председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Артема Геннадьевича Демидова. Добрый день, уважаемый Георгий Михайлович, уважаемый Николай Афанасьевич, Руслан Васильевич, все дорогие коллеги из органов охраны и, конечно, наши дорогие друзья из региональных отделений ВАПИК. Я очень рад всех вас здесь приветствовать в Якутске на нашем большом форуме сибирских дальневосточных отделений Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Хочу сказать несколько слов про нашу организацию, хотя она на самом деле на слуху. Общество было создано уже более чем 55 лет назад. Все, наверное, вы знаете его славную историю. И хочется верить, что все мы с вами являемся продолжателями того большого дела, тех больших процессов, которые были в нашей стране созданы при непосредственном участии ВАПИКа. Да, это и музеи-заповедники под открытым небом деревянного зодчества, это и первый закон об охране культурного наследия. Ну и вообще, как я часто рассказываю, ВАПИК очень хорошо характеризует слово «первые». Вот все, что первое в 70-е, 80-е годы появилось в нашей системе государственной охраны наследия, все это было связано с деятельностью общества охраны памятников, его членов, его специалистов и, конечно, его региональных отделений. Сегодня мы являемся продолжателями этой большой работы и проводим очень много разных видов деятельности, связанных и с непосредственной охраной памятников, с их непосредственным сохранением, современным использованием и популяризацией. Тоже, я думаю, об этом прекрасно знаете. С Министерством культуры мы ведем большую работу по волонтерам наследия, делаем программу «Волонтеры культуры». С прошлого года при нашем непосредственном участии работает программа консервации объектов культурного наследия. Вот в прошлом году 50 объектов в стране было законсервировано впервые. В этом году уже 70, и мы надеемся на дальнейшее развитие этой программы. Ну и многое-многое другое. Безусловно, в повестке дня все те сложные процессы, которые связаны с нашей ситуацией в стране. Мы тоже не остаемся в стороне от этих вопросов. Мы открыли региональное отделение во всех наших новых территориях. Сейчас совместно с Институтом развития интернета наша экспедиция там занимается мониторингом объектов, и скоро выйдет большой такой интересный 10-серийный документальный фильм «Русское наследие. Возвращение домой», посвященный памятникам архитектуры на новых территориях и о том, как в этих непростых условиях здесь сейчас люди занимаются их непосредственным спасением и сохранением. Ну и много-много всего другого. Я хочу, конечно же, выразить слова искренней благодарности всем тем людям, благодаря которым мы смогли сегодня здесь собраться. Прежде всего, это Министерство культуры Российской Федерации. Нас поддержал и министр Ольга Борисовна Любимова, и курирующий заместитель Обрывалин Сергей Геннадьевич, и наш курирующий, скажем так, департамент профильный, с кем мы работаем, Рыбала Роман Алексеевич. Вот, пользуясь случаем, им передаю всем большой привет и слова благодарности за то, что наш форум они в том числе финансово поддержали. Конечно, искренне благодарю руководство республики. И здесь хочу отметить, что вообще практика, скажем так, сбора наших региональных отделений по округам, она у нас уже, мы не первый раз это проводим. Мы проводили такое в Москве, мы проводили для северо-запада в Санкт-Петербурге, в Симферополе проводили для южных регионов. И примерно понимаем, зачем мы это делаем. Нам очень важно собрать наши регионы, рассказать им о том, как мы сегодня работаем, послушать их. И в этой связи Якутск был выбран не случайно. Не случайно. Не только потому, что отсюда шло там освоение Сибири, что хорошо известно, да, но и потому, что Якутия сегодня на самом деле представляет хороший пример сотрудничества общественных организаций и власти. Вот. И за это я искренне хочу поблагодарить руководство республики, если можно, персонально Николая Афанасьевича Макарова. Вот, с его деятельностью мы хорошо знакомы.
И, конечно, нашего Руслана Васильевича, председателя нашего якутского отделения. Коллеги, вы большие молодцы. Я очень надеюсь, что наши регионы уедут вдохновленными той практикой, которую мы здесь с вами создаем. Это и упомянутый проект «Сохраним памятники», и практика развития общественных инспекций, то, что мы тоже делали здесь, и экспедиции, которые мы делаем, гранты. В общем, очень много есть о чем рассказать, чем поделиться. Также тут было сегодня озвучено, что впервые были выделены федеральные средства на реставрацию первого памятника в рамках проекта «Историческая память». Вот, благодаря его куратору Александру Алексеевичу Хинштейну, председателю совета Сергею Евгеньевичу Нарышкину, тоже им большое спасибо. И я очень надеюсь, что этот первый опыт, за ним последуют еще следующие проекты, следующие средства, потому что, как мы вот сегодня с Георгием Михайловичем обменялись мнениями, Якутия действительно содержит уникальное наследие. Да, оно самобытное прежде всего, и этим оно уникально, этим оно интересно специалистам. Об этом надо больше рассказывать и, конечно же, привлекать сюда больше средств и специалистов. Еще у меня есть приветственный адрес, который я хотел бы зачитать, от Владимира Ильича Толстого, советника президента Российской Федерации по культуре и искусству. Участникам и организаторам форума общественности Сибири и Дальнего Востока, лидеры ВАПИК «Восточный вектор». Уважаемые друзья, приветствую всех собравшихся по случаю открытия форума общественности Сибири и Дальнего Востока, лидеры ВАПИК «Восточный вектор». Искренне рад тому, что форум проходит в городе с богатой историей культуры Якутске. Форум собрал на своей площадке людей, понимающих, насколько велико значение культурного наследия, готовых защищать его и способствовать формированию новых подходов к возрождению, сохранению и популяризации памятников истории культуры. Ведь еще со времен Петра I сохранение национального культурного достояния, исторической памяти нашего народа сформулировано в качестве одной из важнейших задач государства и общества. Хочу от всей души выразить слова благодарности не только членам ВАПИК, но и активистам, волонтерам за многолетнюю плодотворную работу по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. Значимость вашей деятельности несомненна. Уверен, что насыщенные и плодотворные мероприятия форума позволят расширить профессиональные связи, а обмен опытом будет способствовать решению поставленных задач. От души желаю вам успехов и всего самого доброго. Советник президента Российской Федерации Владимир Ильич Толстой. Но от себя я хочу пожелать нам всем интересной, плодотворной работы на благо тех задач, которыми мы занимаемся. Спасибо большое за внимание. Артем Демидович, награждение у нас. Благодарность Российского общества охраны памятников истории и культуры вручается Ивановой Сардане Владимировне за активное участие в сохранении исторической памяти и защиты объектов культурного наследия в Республике Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Шевцову Сергею Геннадьевичу. Благодарственное письмо вручается Лебедеву Аркадию Иннокентьевичу. Благодарственное письмо вручается Романовой Изабелле Витольдовне. Благодарность вручается Садыковой Любови Ахмедовне. Благодарность вручается Яроеву Вячеславу Васильевичу. Благодарность вручается Соловьевой Елене Николаевне. Благодарность вручается Протоповой Прасковье Романовне. Благодарность вручается Кулаковскому Георгию Петровичу. Благодарность вручается Друзьянову Георгию Михайловичу.
вручается Ефимову Николаю Николаевичу. Благодарность вручается Погадаеву Павлу Геннадьевичу. Для приветствия приглашается председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильевич Васильев. Дорогие друзья, действительно, сегодня волнительный день, потому что это стоило больших хлопот, больших напряжений. И я очень рад, что действительно вот нашу идею, эти идеи, они материализуются. Это вот как раз яркий пример, когда идея, она материализовалась. Буквально год назад мы просто об этом мечтали, провести такой форум Сибири и Дальнего Востока. И вот сегодня мы с вами собрались, это здорово. И вот у нас символ, сейчас его не видно, да, вот это вот якутские часы. Да, это вот месячные часы, и вот они как раз как символ времени, который колесо накрутится бесконечно, всегда идет, это вот исчисление времени. И оно изменилось, когда именно пришли сибирские казаки, промышленный люд сюда, в Якутию, и эти часы тоже поменялись, потому что возникли новые религиозные праздники. Если наш народ Сахан был как скотовод, коневод, и этот цикл был другой маленько, то здесь с приходом другого народа он тоже поменялся. Здесь уже появилось земледелие, и эти тоже уже повлияли на наш календарь. Поэтому вот это как раз как символ, симбиоз нашей сегодняшней встречи. Вот эти вот якутские традиционные часы. И действительно, вот без поддержки Министерства культуры, без поддержки Центрального совета, без поддержки правительства, потому что оно поддержало сразу и вот обеспечило транспортом все наши мероприятия, потому что мы планируем не просто сидеть в одном месте, а чтобы вы успели посмотреть и нашу республику, и посмотреть действительно, будем в Черкёхе, там где как раз деревянное зодчество, то, которое как бы наши якутские плотники еще в 17 веке, когда пришли русские казаки и промышленники, они переняли все эти способы, но не просто копировали, они их адаптировали к нашим условиям и сохранились до сих пор. Даже вот, скажем, якутский балаган, традиционный якутский балаган, и то в нем сохранились те вот изменения конструктивные, которые сегодня называются как немецкий угол, это как бы иностранный угол, да, вот. Поэтому очень много вот такого есть, которое интересный такой симбиоз. Но время неумолимо, конечно, и вот это все то, что было создано, оно начинает приходить в негодность, там, да, уже разрушается. И вот в 2015 году, когда мы воссоздали наше ВАЙПИК, наше республиканское отделение, опять же при поддержке Центрального совета, ну, я бы так совпало, что дело сдвинулось. Вот в 2016 году возник департамент по охране памятников истории и культуры. Возникли свои реставрационные кампании. Вот сегодня вручали грамоту Герою Вячеславу. Это первая реставрационная кампания, лидер наш. Появились общественные движения, сохраним памятники, Сорона Малон Фест. При художественном училище возникло отделение реставрации. И вот, понимаете, вот маховик заработал. Но сегодня еще нам надо, как в 17 веке, в 21 веке нам собраться здесь, в форпосте освоения Северо-Востока, Азии и Русской Америки, в Якутске, и обсудить наши проблемы, ответить на вызовы времени и подумать, как нам сохранить то наше старое, хрупкое деревянное зодчество, сохранить нашу преемственность поколения и нашу историческую память. Спасибо всем и плодотворной работы нам всем. Для приветствия приглашается руководитель Музея арктической археологии имени Федосеевой, Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха-Якутия, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Николай Сергеевич Кирьянов. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я приветствую всех в городе Якутске. Большое вам спасибо за то, что вы приехали сюда, в город Якутск, старинный город, как уже сегодня здесь говорили, форпост освоения Северо-Восточной Азии и Америки. Сегодня история и культура являются не просто
учебниками, являются не просто выставками. Сегодня иногда от некоторых людей можно услышать, что история, культура, зачем это нужно, зачем это, кому это вообще интересно. И мне вспоминается такой исторический эпизод, когда руководитель советского государства Иосиф Виссарионович Сталин, когда в годы Великой Отечественной войны верстался бюджет, он спросил, почему здесь нету расходов на культуру. На что ему осмелились возразить, что какая может быть культура, когда идет война. На что он ответил, за что же мы тогда воюем? И сегодня, когда проходит специальная военная операция, охрана объектов культурного наследия – это не только охрана, это еще и борьба. Борьба за наше наследие – это борьба за нашу историю, за нашу культуру, за право говорить на родном языке, за право проповедовать и исповедовать наши традиционные исторические культурные ценности. История культуры – это ответ на вопрос, откуда мы пришли и кто мы. И сегодня в рамках секционного заседания у меня будет выступление, как раз посвященное, как нам преодолеть, возможность преодолеть те проблемы, которые у нас есть, для того, чтобы более эффективно охранять и защищать наше культурное наследие. Большое всем спасибо. Еще раз всех поздравляю с началом работы форума. Для приветствия приглашаются волонтеры наследия, члены Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Тергюлева, Герман Макаров, Людмила Аргунова, Ольга Пономарева, Анна Варламова. Добрый день, уважаемые участники форума. Мы от лица волонтеров культуры поздравляем вас с началом форума и действительно такого важного события в нашей республике. Хотелось бы сказать, что волонтеры культуры сообщество молодое, существует с 2019 года и является одним из тех волонтерских направлений, которые входят в нацпроект «Культура» и реализуется в рамках программы «Творческие люди». И действительно, мы можем сказать, что вот наша команда, которая здесь стоит, мы стали волонтерами культуры только благодаря волонтерам наследия, потому что когда в 2019 году в Печорах Псковской области проходил первый... Первый форум, да, когда проходил, и мы тогда действительно не знали, кто такие волонтеры культуры. Мы думали, волонтеры культуры – это работники учреждений культуры, музеи, библиотеки, театры. А оказалось, что волонтером культуры, волонтером наследия по сохранению объектов культурного наследия может стать каждый из нас медик, учитель, слесарь, электрик и так далее. То есть это такое направление, которое не требует каких-то специальных навыков, каких-то знаний, когда ты волонтером культуры, волонтером наследия можешь стать всегда по зову души, если ты хочешь сохранить то, что у нас действительно сейчас есть. И мы действительно благодарны, что когда это направление у нас стало развиваться, благодаря Департаменту по охране объектов культурного наследия, благодаря Всероссийскому обществу охраны памятников, у нас это движение, это направление уже было развито, и поэтому начал сразу же, буквально с первых дней, реализовываться проект «Сохраним памятники». Была уже школа волонтеров наследия у нас в период пандемии, да, и ежегодно у нас наши волонтеры принимают участие на площадках в других регионах, в международном волонтерском лагере и других как раз-таки по обучению, сохранению наследия. И мы действительно очень благодарны за эту поддержку и за то, что сегодня форум проходит на территории нашей республики, и мы надеемся, что эта поддержка будет продолжена, а мы, как волонтеры культуры, будем всегда развивать, продвигать и сохранять наше наследие, которое есть у нас в республике. И хотелось бы сказать еще... Да, я дополню Иру. У нас встречное приложение к Артему Геннадьевичу. Я сам ездил в международный волонтерский лагерь города Уфа, и в прошлом году он проходил в Выборге, да, в этом году он в Перми прошел, да.
Можно рассмотреть вариант провести его у нас в нашей республике. Не обязательно в городе Якутске. Да, у нас есть много замечательных городов, много наследия. Мы можем вам показать, рассказать очень много всей стране. И в знак благодарности мы хотим от имени волонтеров культуры, от имени волонтеров наследия всей нашей республики. Это замечательный инструмент варган. Это хамус, это в той же степени это культурное наследие, это духовное наследие нашего народа. Да? Примите, пожалуйста, его Еще раз поздравляем всех участников с началом форума и желаю вам плодотворной работы. Спасибо. Уважаемые участники, на этой прекрасной ноте начинаем работу по секциям форума общественности Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа «Лидеры ВАПИК. Восточный вектор». Для сообщения форума работы секций приглашаем модератора, руководителя департамента Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия Николая Афанасьевича Макарова. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Искренне рад всех вас видеть здесь. От имени Департамента охраны культурного наследия Республики в двух словах о работе наших секций. Сейчас на этом зале минут через 5-7 после общего фотографирования начнется работа секции по лидеру ВАПИК архитектурное наследие. Модераторами буду являться я и Михайлов Константин Петрович. Также параллельно в соседнем зале мои коллеги покажут вам, как именно будет проходить. Будет проходить секция «Сакральные территории». Лидер ВАПИК «Сакральные территории». Это две секции будут работать параллельно. После работы этой секции в 13:30 начинается секция «Лидеры ВАПИК. Родовые гнезда». Модератором секции будет являться Владимиров Афанасий Семенович, наш активист и руководитель направления по генеалогии республики. Сейчас, уважаемые друзья, если вопросы будут, вы можете задать моим помощникам, которые имеют специальные знаки, ну и можете обратиться по любому вопросу ко мне. Еще раз, нам всем плодотворной работы. Сейчас, коллеги, общее фотографирование. Друзья, коллеги, приглашаем лекционный зал, говорят, фотограф говорит, что там хороший свет. Лучше. Надо пройти туда и там сфотографироваться, общее фотографирование. Хорошо, коллеги. А потом, кто тут работает, уже вернетесь сюда. Конференц-зал, проходимся.